Вот время, 1:20, 13:20. Мы доехали до Неверской развязки. Алиса, Интернета нет. маршрут Тында, поехали. Союз. Когда так и говорит, все. Я сама не показываю. И мы не знаем, куда нам ехать, да? Нет, нам надо было не туда. А куда мы поехали? Невер. Подожди. А Я может сам ждать. Невер? Да. Сковородино? Ну давай в Невер съездим. Че, мы там ни разу не были. Нет, давай не поедем. А че? Ну, потому что так надо, Свет. Мы вот до суда-то доезжали. Помнишь, мужика тащили? Ну, дальше доезжали, по-моему. Дотаскивали. Ну вот, да, мне кажется, до первых этих. Там вот паровозики. Так, Тында прямо? Да. Вот в дырочку вот сейчас мы и поедем. Никогда в дырочку же ты со мной не ездила. Да, конечно. Все время с тобой в дырочке только и езжу. Это мой бинокль. До Тынды 162 километра. До Хабаровска 1175. Че, Колосовым? До дома. Что там в этом Хабаровске делать? Если бы Владивосток, хоть на море можно было бы. Больная морем, блин. Больная морем, да. Нифига, мы 990 километров проехали. Ну а по спидометру-то что? По спидометру 905. А почему указатель стоит 990? Ну это он от Читы, наверное, от этого. А мы до 4, от 4 ехали. Ну, мы же не от Читы, мы с трассы ехали. Мы же до Читы не доехали сколько-то там. Ну, то есть, мы же не от центра, наверное, от центра считается. Мы-то вообще от какого-то поселка ехали. Как он там называется, я забыла. В общем, сейчас обнаружили какой-то поселок недалеко от Тынды. Ой, недалеко от развязки Неверской. 40 километров. Да, и там за деревьями видно большая стоянка, много автомобилей Инфраструктура. стоят. Кафешка, по-моему, даже гостинка. Что-то такое все новенькое, но в 2GIS этого всего нету. Что в следующий раз поедем, надо про него не забыть и заглянуть туда. Может уже в 2GIS появится. А почему 2GIS, а не 3GIS? Потому что да, 2 GIS это дабл GIS. А не фрибл GIS. А что такое ГИС? Ну, GIS метео. Иди в баню. Сейчас же Соловьевск будет, да? Ну, мы же проходим его сейчас прямо. Но сейчас эти их дурацкие дороги будут, которые сломались, да? Ага. Пока что дороги хорошие. Вот они эти соловьевские дырки. Ну, не дырки, а волны. Вот тебе и проваливается дорога. Ну, были-то прям вообще дырки где-то, видимо, дальше есть, то, что я заплаток Трещины не вижу. заделали? Да не трещины, а прямо как провалился асфальт Не знаю. вот Вот здесь. по той полосе, Здесь. по левой. Здесь вот так вот. И бабочки, ты посмотри-ка, что. Ну, так пора. Мы в прошлом году в это время бабочек сколько наловили. Да. Сейчас приедем, блин, красивые.
нас омывайка эта блатная кончилась. О, кстати, а ты бутылку-то, Ну, там осталось, наверное, пол-литра. ну вот надо же ее показать, какая она хорошая. Вот та самая бутылочка от омывайки, о которой мы говорим. Можете поставить на стоп и посмотреть. Очень крутая штука. Хитрит, смотрит. Чего мы тут никогда не фотографируемся? Всегда народу полно, а сейчас никого нету. Вот спуск весь вот такой. Тоже новая вот дорога, да? Вся уже прям... Вот она, дырка-то заделанная. Вот с Забайкальского края натаскали сюда на колесах. Так-то, в принципе, ехать можно нормально. Не торопиться, потихоньку. С ума не сходить. Обгонять с умом. Смотреть, где обгоняешь. Уже аж как грыжи повылазили. Что это за болезнь такая у дорог странная. Ну, для тех, кто не знает, как ездят якутские таксисты. Блять, он катер На везет крыше наверху. целую кучу везет и еще и в кибитке на прицепе. Обхохочешься. Ну, это же ненормально, блин. Ненормально. До Тынды 132 километра. Алдан 600, Якутск 1122. Вид какой красивый. Ручей Янканский. Там, правда, ручеечек, совсем ручеечек. Вот еще один мост. Чем ближе к Якутии, тем больше водоемов. Ручей Джалинда или Джалинда. Джалинда, наверное. Просто когда на самолете летишь, чем ближе к Якутску, тем больше видно всяких озер, рек, речушек. Время 14:50. Мы приехали в Тынду. За бортом 29 градусов тепла. Только что шел дождик, кстати. Он там крапал. Ну, крапал. Но все равно крапал. Перед Тындой ужасная дорога. Просто вообще. Машина там в кювете валялась большая. Подлетела, наверное, на этой кочке и выпрыгнула туда. Почему-то мы не помним такую дорогу, когда туда ехали. Неужели там за 5 недель что-то случилось с дорогой? Может, мы просто не замечали? У нас 6 недель не было, да? Офигеть. 6 недель нас не было как раз. Что там, суббота? Ну, здрасте. Мухин какой-то залетел. Впереди камера на 50. Алиса, маршрут Нерюнгри. Поехали. Хорошо. Прямо 200 километров. Река Тында. Народ купается вовсю. Река-то по колено. По колено бродятся там все раздетые. Или в Тынде на ННК заправиться,
А там с 13 до 16 не работает слив бензовозов. Развернитесь. Поэтому едем дальше. Прямо 198 километров. Это до куда? До Неринга показывает? Ну, так-то немного. 210. 4 часа показывает. Да? 200 километров 4 часа. Офигеть. Спала бы жара, блин. Так колесики жалко, блин. Бабочек вообще просто море. Огромное количество, вот прям как в прошлом году, когда мы ехали, тоже в 20-х числах июня. И сейчас такая же история. И не поели мы бузов последний, крайний раз на трассе. Все. Ну, ничего страшного. Не поели, так не поели. Теперь же вот обидно мне. Что вы здесь встали? Медведи, офигеть, сколько бабок. Блин, что правда с дорогой-то случилось? Я не помню, чтобы она такая плохая была. Офигеть. Ну, как снег. Летят, летят. Погода для них, наверное, хорошая. Вот они и плодятся. Вот на зеленом хорошо видно, нет? Да? Ну, на дороге валяется. Блин, тут опять эти волны, блин. Туда ехали, снег лежал, обратно едем. Бабочки летают, как снег. Сегодня столько людей. А, тут свадьба какая-то. Ух ты! Сколько там отдыхающих на речечке, речушке. Что столько много людей на дороге, пешком, даже без машин. Что они тут делают? Субботник. Субботник? Суббота же. Ну, они не похожи были на субботников. А этот что нагрузился? У наших научился пихать все сверху.
общем, мы тут... Сцена стоит, орут там. А, это какие-то рокеры, видать. Отсюда ехали. Всю дорогу. Вон, видишь, какие ходят. Чё? А что там написано, Антон, ты видишь, нет? На сцене что написано? Это фестиваль чего? Какой-то Ресепшн уже минут 7 стоим. Администратор Галина написано. Номер телефона указан, пригласить. Ни трубку не берут, никого нету. Заходи, кто хочешь, бери, что хочешь. Бардак. Где эта Галина? В общем, это трэш какой-то. Поехали в Нерингре, посмотрим гостиницу. Хотя я думаю, что там, блин, не лучше, наверное. Добро пожаловать в Нерингре. Погодка, конечно, не радует в Нерингре. Поверните налево, а затем через 100 метров поверните направо. О, дороги, да, тут тоже печальные. Улица Ленина. Поверните направо. А это геологов. А зачем? Сюда нам что ли? Не знаю, ты какой адрес забил. Какой ты мне сказала? Ленина 1/4? Да. Не знаю. Это геологов 49 дом стоял. В жилом доме, что ли? Через 200 метров поверните направо. В смысле направо? М? В смысле направо? Да, вон она, Глория. Ты сказала, что столовая у них есть. Ну вот парковка получается. Там. Все, спасибо за компанию. Ну где вход? Не видишь? Ну, где отель Глория написано, наверное. Столовая съем мамон. Номер. Тут, кстати, холодильник есть. Сейф, чайник, телевизор, кровать большая, стол, зубные, мыльно-рыльные, так сказать, принадлежности. Раковина, душевая, я, полотенце еще, тапочки одноразовые. Так, тут в шкафу ничего, пусто. Вся вот тут обстановка, фойе уютная. Ленина 1/4. Как называется это, я забыла. Глория отель. Уютненько. Доброе или недоброе нерингринское утро. Через 100 метров поверните направо. Мы останавливались в гостинице «Глория». Поужинали вчера в столовой «Съем мамонта». Кстати, столовая работает с 8 до 8, по-моему. Ну, то, что до 8 вечера работает, это точно. Неплохая столовая такая. Выбора, наверное, слишком много не было, но было вкусно. Поели чуть на 1200. Про гостиницу «Глория». Гостиница классная, красивая, чистая, все.
как положено. Через 200 метров на светофоре поверните направо. Но нет И правильно, что не кондиционеров. поехали по старому. Вот новый маршрут. Я заколебалась сейчас. Поверните Переболтает, потом включу. В общем, в гостинице все понравилось, если бы не два «но». Сначала было душно. У них нет кондиционеров. Как они сказали, мы не видим смысла ставить кондиционеры на 2 недели жары. Ну, как бы, не знаю. За 5000 номер могли бы и поставить кондиционер, ну, как минимум вентилятор поставить, да? Блять, телефон мой я оставил в номере. Как в номере? Короче, в номере не оставил, в сумке оставил. Вот. Я уже позвонила там, я не знаю во сколько, на ресепшн. Говорю, вы нам, может, какой-то вентилятор хотя бы принесете? Она говорит, вентиляторов пока нет, они в пути. Мы, говорит, их купили, но вот они где-то идут. На Wildberries. Ну, наверное. Ладно. Открыли окно настежь. Там, значит, все, как кто-то на самокате катался, ребенок, очень долго. А мы легли пораньше спать, в 8 часов, наверное, чтобы, ну, нам в 3 часа встать и поехать домой спокойно. Потом шарахались, потом машины какие-то ездили там. Дверь долго закрывалась. Гудели. Туда-сюда захлопнуть не могли. В общем, все вот это вот было слышно, естественно, с открытым окном. Ладно, видимо, потом, может, я так думаю, часам к 11 все это угомонилось. Ты вырубилась. Я уснула. Просыпаюсь около 3 часов ночи, смотрю, лежит Антон, смотрит телевизор. Ты что не спишь, Антон? Слушай. И, короче, какая-то хрень скрипит. Я сейчас это видео вставлю. Что это за звук? Не знаю, где-то дверь какая-то. А ветер есть на улице? Да. Еще какой. Ну, там за дверью-то у нас лестница. Наверху, видимо, что-то. Ну, я выходил, ни хрена понять не могу. По всему везде распространяется. В общем, Антон с часу ночи не спит из-за этого 12:57 я звука. проснулся. Как будто, блин, я не знаю, что-то, какая-то железная дверь или что-то ужасно жутко скрипит. Причем это скрипит не на улице. Антон, ну и потом мы вместе уже вышли в коридор. В коридоре тишина. В туалет заходишь, в ванную, тоже тишина. Скрипит именно, когда находишься в комнате. Что это скрипит, непонятно. Я в труселях в коридор выходил. Ну ладно. Надо было к ней в труселях спуститься, к администратору. Ну вот сейчас выходили администратору. Я прямо видео записала, дала послушать администратору. У нее глаз, короче говоря, на лбу. Она говорит, что это? Я же, говорит, ночью проходила, говорит, по коридорам. Все, говорит, тихо было. В коридоре вообще не слышно. В туалете не слышно. Именно в нашей комнате слышно. Это не холодильник, потому что холодильник отключен. В общем, Как будто короче, как в душевой кабине дверь вот эта вот не смазанная. может, ну, блин, над нами душевой кабины, наверное, нету над нами, наверное, нами номер. ничего не было. Вообще ничего нету. Скорее всего, какая-нибудь это отдушина наверху, на крыше. Техническая какая-нибудь это. Я вообще подумала, что это от ветра, может быть, антенна где-нибудь там наверху колышется. Ну, в общем, короче, пусть они там разбираются, я не знаю. Потом доложит. Я ей дала послушать, она говорит, сейчас пойду слушать. В общем, потрачено 5000 впустую. Ты выспался? Ну, я в Сен-Пен нет. Ну и я тоже. Так что даже я не знаю, как сказать.
рекомендуем или не рекомендуем. Если ветра не будет, рекомендуем, и жары. Ну, разберутся, наверное. Ну да, по поводу кондиционеров, это, конечно, вообще странно очень. И ведь не только здесь же. Ну да, вот начиная с Красноярска очень сложно найти. Хотя, ну как бы у всех тоже жара. Кондиционеры стоят везде там, на юге. Но лето-то у всех жаркое. Пускай даже 2 недели. Странненько, конечно. Поэтому не знаю даже, как сказать, утро доброе или утро недоброе. Но мы выезжаем из Нерюнгри. И у нас сегодня последний рывок до Якутска. Но сегодня воскресенье. И черт знает, что там будет твориться на пароме. Будем ближе подъезжать, узнаем, посмотрим. Вчера вечером на пароме было спокойно. Паром был полный, но никто не стоял, не ждал. Все заезжали и отправлялись. Хотелось бы, чтобы сегодня так же было. Просто сегодня, по идее, с Исааха, с города должны все разъезжаться, а не в город ехать отсюда. Хотя, ну, может, городские где-то здесь отдыхали, гуляли. А жаришка-то была, а жаришки-то и не было, наверное, поэтому особо, может, и не ездили никуда. Да нет, там в Телеграме я смотрел, там ажиотаж с транспортом, комары, народу до хренища. Где? На На паром? Исехе. А, на Исехе? Нет, я имею в виду, в смысле, городские на эту сторону не ездили, Да, скорее всего, на выходные. Скорее всего. Ну, ездили, но не в таком количестве, как обычно. На всякие эти озера там или еще куда-то. В общем, по приезду домой я написала в 2GIS отзыв об отеле «Глория». Управляющая отелем связалась со мной, принесла свои извинения, сказала, что все недочеты устранены и что они будут рады видеть нас в своем отеле в следующий раз со скидкой 30%, что очень приятно, спасибо. Короче, это заправка Опти, которая в Нерюнгри. Опять у них все не слава богу. Трэш. Рассказывай. Я говорю, 2 кофе и 2 френч-дога. Она говорит, френч-догов нету. 57 километров. Сломалась печка. Я говорю, ну ладно, тогда 2 кофе, 1 с сахаром, 1 с корицей. Затягивает. Что это брякает где? Ну это сзади теперь брякает. Нет? Я говорю, ну ладно, давайте тогда 2 кофе. Заходит мужчина следом за мной. Говорит, 25 литров, там 95-го. Она говорит, кофе, напитки. Ой, какие напитки? Говорит, у нас последние 2 стакана кофе. Вот мужчина, ну, тара закончилась. Он говорит, да, у вас, говорит, все не слава богу. Я говорю, вы тоже заметили? Говорю, у нас тоже на этой заправке, говорю, все не слава богу. То, говорю, лыжи не едут, говорит, то есть. Да. Уж. Ну ладно, я надеюсь, хоть кофе вкусный. Надо попробовать. Тут крышка. Ничего. Нормально, сойдет. Да, еще вчера вечером мы обнаружили, что у нас отсутствует наклейка на стекле. Наша фирменная. Наша наклейка была сзади на стекле наклеена, если вы помните. Километры путешествий с QR-кодом. Сейчас мы стали проверять путь ухода этой наклейки. Пропала она где-то в Иркутске. Да, в Иркутске пропала, получается, между мойкой, потому что на мойке она была, и вечерним рестораном с друзьями, потому что когда я снимала, что мы на 2 машинах, о, какая красота впереди,
снимала, что мы на 2 машинах, тогда уже наклейки не было. Так вот, тот, кто ее снял, если вы нам отправите фотографию, что вы ее сняли и куда вы ее наклеили, то мы вам еще десяток отправим, если вам так надо было. Кому она нужна была. Так что отправляйте. Ну да, кстати, как вариант. Просто уже ради интереса, кто снял эту наклейку, И для чего она нужна была? отсканировал QR-код. Может быть, не было с собой телефона, думаю, дома отсканирую. Тому отправим 100 рублей на телефон. А может 1000 заявить. Заявить 1000. А может 5? Просто очень интересно. Давай 5. Просто очень любопытно, да. И где снял? Вот все самое главное. Да. И пусть расскажет, где снял. Да ребятишки, скорее всего. Где-то. Ну, вот возле торгового центра, где мы клубнику с тобой спрашивали, Ага. когда я встал возле кафешки, ну, прямо возле виноводочного магазина, Ага. там стояли детишки, самокатчики. Самокатчики, ага, были. Скорее всего, они, Много, может, и много содрали. Оп, тут сломали дорогу. Красный свет горит. Но он же не сильно красный. Как не сильно. Сильно. Здесь вот все горы покрыты ягелем. Светло-зеленый это ягель. Это же надо таким сплошняком. Никогда такого не видела. Ну вот спустя час после выезда с Нерюнгри, с заправки, да, мы начинаем восхождение на Тит, на перевал Тит. Дождик прекратился. Тучки пока еще есть. Будем надеяться, что мы, когда перевалимся за Тит, там будет погода посимпатичнее. 9 градусов на улице. Ночь, однако. Вчера на заправку мы где в Чите 3 часа ночи зашли. В 4 часу. Здравствуйте. Говорим, доброе утро. Антон сначала зашел. Доброе утро. Что она тебе ответила? Утро? Удивленно утро. Потом я такая захожу следом. Доброе утро. Она говорит, какое утро-то? Говорит, 3 часа ночи. Говорю, блин, кто еще не спал, у того ночь, кто уже проснулся, у того утро. Сейчас время 4:30. Утро. Светло. 9 градусов. Сейчас наверху-то будет похолоднее. Там вот впереди на вершинах снег виднеется. Вот на вершине такие густые облака. Дорога идеальная пока что. Сейчас эта идеальная дорога закончится. Начнется скальник. С каждым разом хорошей дороги все больше и больше. С каждым годом. Конец. Конец. Ях. Типидох. А здесь еще ничего. Сейчас там дальше будет печалька. Дорожники спят еще. О, тут даже внизу еще снег лежит. Не растаял. Надо же. Ему там, видимо, темно. Снежнички. Страшное дело.
эти вот деревянные заборы, заграждения от переметания тут в непогоду. Весной, осенью, зимой переметает этот перевал. Что машины стоят в пробках и ждут, когда приедет техника, чтобы расчистить. Еще перевал считается крутым. И большие грузы тяжело поднимаются. Цепи надевают на колеса. Таких перевалов на самом деле много в России. У нас в Якутии вот такой. Называется Тит. Вот сейчас мы, получается, на самой его вершине находимся. Здесь стоит крест. Он всегда здесь стоял. Раньше к нему можно было подойти. Там стоянка была. А сейчас вот настолько сняли такой слой земли. Судя по высоте вот этих вот каменных гор, 2 метра глубиной, чтобы построить новую дорогу. И вот такое здесь облако туманное. У него отвал, блин. Дядька сидит, что-то ждет. Ночью, видимо, тоже работают. Сейчас ночи светлые. Здесь-то нет. Да ну все равно светлые. Я не говорю, что белые здесь. Но более-менее светло. Не черные, не выколи глаз. То у нас в Якутске белые ночи. Медведь. Это Мишка, медведь. Мишка, Его ж Мишка. твою медь. Его не видно, блин. Охренеть. Мишуля, привет. И он к нам прется, прикинь. А нет, А от нет, от нас. нас. От нас. Миша, ты один? Мишуля убегает. Косолапый. Нифига себе, лапы у него какие кривые. Мишка косолапый. Маленький медвежоночек. Где-то мать, наверное, у него Ну, как-то есть. не хочется с ней встречаться. Не-не-не. Привет. Мишка, привет. Мокрый. Ты мокрый. Тихолёсенький такой. Ухо одно подратое. Так. Все, пока-пока. Обалдеть. Мы Мишку увидели. Нифига себе, прямо на вершине Тита. Фух. Вот это да. Все, сбылась твоя мечта? Моя мечта сбилась. Сбилась так близко Мишку увидеть. Я видела его далеко на горе. Даже сняла. Ладно, здесь колеса не проколоть такой. Да-да-да. Тьфу-тьфу-тьфу, блин. Прикинь, а там дорожники работают. А тут медведи ходят, мамочки. Может, не зря мужик сидит-то в тракторе в своем этом. Уж выйти не может. Ну, увидел медведя и думает, дай-ка я тут посижу. А то вдруг он сейчас постучится. Но он, главное, не быстро же убегает, да? Да, он какой-то Потихонечку. не пуганный, но... Ну, у него ухо какое-то подратое, ему кто-то, наверное, навалял. А ну, собственно, вот и сразу же хорошая дорога начинается. Да, скальный конец.
скальник лежал. Да. И в прошлом году прямо много было. Большой участок скальника. Сейчас вот он уменьшился. Вот и все. Замечательная, красивая дорога. Вот начинаем спускаться, по всей видимости, да? За Сейчас перевал. так и будем. И тут прямо солнышко уже светит. Видно, что дождь прошел. Тут как раз вот слева и справа находятся лагеря заброшенные, ГУЛАГ, урановые рудники. Здесь заключенные добывали, или узники, как их правильно назвать, добывали уран. Останавливаться здесь нельзя, насколько я слышала. Была Повышенный фон радиации здесь до сих пор есть. Мерили же туристы там эти. Да. Не один. Сейчас среди деревьев не видно. Обычно, когда со стороны Якутска в сторону Нерюнгри идешь, видно эти разрушенные Бараки. бараки, да, и многоэтажное, там, по-моему, этажное кирпичное здание конторы. И была история, ну, не знаю, мне мужчина рассказывал, дальнобойщик, давно еще, лет 30 назад. Взрослый дядька рассказывал, что ездили, тут еще дорога-то плохая была, никакого асфальта не было. И ехали парни, говорит, молодые, на грузовичке откуда-то. Полюбопытствовали, съехали туда, в сторону этих лагерей. Остановились. И больше их никто не видел. Нет, их нашли потом уснувшими и не проснувшимися. Настолько сильная радиация якобы там. То ли они эти камни там какие-то взяли с собой в машину, то ли что. Я вот, честно говоря, не помню доподлинно, что он рассказывал. Ну, в общем, короче, парни умерли, уснули и не проснулись. То ли они там решили поспать. В общем, какая-то такая история была. Поселок Большой Немныр проезжаем. А Малый Немныр там перед Титом, да? Там, где завтраки предлагал. Да. Или нет? А почему там Хатыми было Хатыми написано? там, да. Немныр будет, значит, там еще. Это Большой Немныр, а Малый, видимо, там будет где-то дальше. А что-то мы уже запутались. А может, он уже и был где-нибудь посреди дороги. До Алдана 68, до Якутска 585. Как красиво. Старый мостик, речушка. Прям вот люблю эти места. Так красиво здесь, так необычно. Наступила темнота. Не ходи за ворота. Кто на улицу попал, заблудился и пропал. Обалдеть. Вообще видимость практически нулевая. Итак, наш корабль приступил к спуску.
охреневаете. Ушки заложены. Над нами снова железная дорога. Температура за бортом плюс 10 градусов. Чем ниже, тем теплее. Влажность 91% влажность. У тебя бортовой компьютер показывает? Или ты сам придумал? Вот на этой парковке мы когда-то спали. На автобусе в прошлом году. В прошлом? Когда с Алтая возвращались. Точно, в прошлом году. Первый Арачон. Это все такое тоже уже заброшенное, но все равно есть домишки, в которых живут люди. Интересно, кто там живет? Старички. Теремочки. Мышка-нарушка. Мышка-нарушка. Ну, мышка-то точно там живет. Или мушка, может, живет. Почти спускаемся. Второй Арачон проезжаем. Тут прямо солнышко светит. А когда туда ехали, тут везде снег лежал. Все эти домики вообще прям по самую крышу в снегу стояли. За бортом уже 12 градусов. Да, теплеет на глазах. Ну вот 1,5 часа мы переваливались через Тит. Сейчас мы въезжаем в Алдан. Заправляться не будем. В автобусе заправимся. Здесь есть паритет. 73 рубля стоит 95-й. И Саханефтегазбыт 66,20. Ой, а почему такая разница-то? Паритет вообще, что ли? Ку-ку. Река Ортосала. Теперь надо не поймать здесь штрафы. Да. Свой любимый участок. В любимом месте. До Якутска 527. Тоже крест поставили, смотри. А он стоял? Да? Здесь надо ехать медленно. Потому что отсюда нам приходят штрафы. 49-й регион это кто? Что я не помню. Что-то такое видела. Что впереди камера на звук. Да, тут ограничение 40. Еще и дорога не главная. Лучше бы уж тогда светофор поставили. Еще надо смотреть, чтобы никакого летчика не было слева, справа. Алданский железнодорожный вокзал. Да, на паритете 73 рубля стоит 95, с ума сойти.
Даже на Саханефтегазсбыте дешевле стоит. Хотя это считается, по-моему, самая дорогая заправка в Якутии. Вот вам кусочек Алдана. Вот время 6:55. Мы въехали в Томот. Бабочки активизировались уже. Обычно они в 10 утра вылетают. А тут прямо уже с утра пораньше веселятся. Мы хотим заправиться на опте 95 66 20. Вот такой чумазый машин. Здравствуйте. Но вообще чумазка. Бабочек уже нацепляли. Несколько штучек. Мы спускаемся к Амге. Здесь мост и красота. Там машины стоят, люди отдыхают. Супер. Сейчас здесь полетаем, пока коптер не собрала. А здесь мост нельзя летать. Ага, можно. Люблю Якутию свою, она как женщина прекрасна, зимою в белом серебре, а летом в самоцветах разных. Наступит осень, и она оденет золото природу. Придет весна, бриллианты льда неспешно превратятся в воду. Это Верхняя Амга называется, да? Такая красота. Мост. Бабочек столько дохлых этих лежит. Там столько людей на берегу отдыхает, когда на коптере летишь туда за поворот. Интересно, почему в Амге и в Алдане всегда вода такая коричневая? Камни. Камни. Ну-ка. Вода теплая, Антон говорит. О, правда, вода теплая. Классно. Можно даже искупаться, но ветер дует.
Хочется прямо над рекой пролететь низко-низко на коптере, но я пока еще боюсь. Все, поедем уже. Кушать хочется. Не поели. Сегодня, получается, не позавтракали. Время-то уже 8:30. Надо что-нибудь съесть и катить в сторону дома. Хорош уже. Балдеть. Завтра кому-то на работу, кому-то по делам. Продуктов надо заехать купить. Вот время 9 часов 11 минут. Мы приехали в Улу. Заправляться будем? Да я думаю, нет, наверное. После Улу немножко вот такой дороги будет. Потом опять будет хорошая. В Нижнем Бестяхе заехали на заправку Опти. Бензин на 10,5 рублей дороже, чем в Тамоте. Обалдеть. В Тамоте 66,20, а здесь 76,90. Вот такие вот цены. А в Якутск сейчас приедем, еще дороже будет. Пока едем по Нижнему Бестяху, можно слегка подвести, подытожить нашу поездку. В пути мы были 37 дней, 37 суток. Или 5,5 недель. Ну, как в пути. В нашем путешествии. В пути мы были, конечно же, меньше. 10 дней были на море в Абхазии, отдыхали. Там тоже, конечно, катались. 4 дня мы были в Иркутске и на Байкале. Тоже там где-то катались. Где-то не на своей машине. В Краснодаре 4 дня, 4 суток. Белореченск. Ну, это Краснодар, Белореченск, все одно вместе в кучу. Вот. Ну, а так, получается, в пути туда 10 дней, туда 10 дней, грубо говоря. Поездка была замечательная. Встретились с друзьями, познакомились с новыми людьми. Погода в нашем отдыхе нам всегда благоволила, валила. Штормит резко. В общем, поездкой мы довольны. Машинкой мы вообще супер довольны. Машинка нас нигде не подвела. Отчет сделаем потом немножко попозже. По бензину. По гостиницам. Если кому интересно, пишите в Телеграм. Да, смотри, какой шторм страшный. Почему страшно? Это хороший шторм. Страшный, вон, смотри, лодка идет во все стороны, аж завихляется. Но это брызги. Что там? Пол парома еще свободно, столько машин много стояло. Пошли оладушки положить. Они, видать, только едут куда-то в дорогу. Мой
Мне страшно, как страшно. Так. С краешку. Мы с краешку. Все, заехали. Мотает так по волнам, конечно, сразу же чувствуется. О, как по кочкам. Эй, тьфу-тьфу, блин, ты чё болташь-то? Неохота даже выходить туда, как-то страшно. Открой-ка окошко. Так ветер дует. Ну, ненадолго открой, я сниму. Нормальный шторм ходовой. Ходовой, да. И машины как скачут по волнам, как будто на кочках. Ветер сдувает просто. Все ходуном ходит. Там чайки. Наглые какие. Вот. Ровно час на пароме. И мы съезжаем. Ребята, мы в Якутске. Здравствуй, Якутск. Спасибо, до свидания. Накопители пустые, пожалуйста. Ну, Что хочешь, что и делаем. воскресенье, 29 июня. Ну, значит, к вечеру ближе будет что-то, наверное, по-любому что-то будет. Затишье перед бурей. Ну и все так по-быстренькому. Доехали, съехали. Без очередей. С попутным ветром. Против ветрушки вообще-то. Да? Я же должен вставить. Ну давай. Здравствуй, пыль якутская. С таким ветром-то тем более. Вот вам бензинчик в Якутске 95-й, 78,60. Пожалуйста. Пожалуйста. На 20 рублей дешевле мы заправлялись, Да, блядь. и на 20 рублей. А когда ты их Сотнями берешь. блядь. сотнями берешь, да. И, кстати, Лукойл, Газпромнефть, и Роснефть, и Крайснефть. У них есть бонусная система, это круто вообще. Когда ты берешь, постоянно заправляешься. И, кстати, не только заправки, всякие вот эти вот как кофеи, все это тоже действует. 5 кружек кофе взял, следующий тебе бесплатно. Одна. Да. А кто там живет, кто постоянно ездит, заправляется, ну это как бы вообще приятненько так. Ну да, мы, считай, 1700 по Роснефти Сэкономили. сэкономили нам просто на 1700. И на 1300 Газпромнефть. Мгм. А Лукойл забыли. Лукойл забыли, ну и вот получается 3000, мы, грубо говоря, там, ну, Ну, тоже не лишние. да. А плюс еще, когда картой Альфа-банка расплачиваешься, Еще кэшбэк. еще кэшбэк возвращается. Ты не смотрел, сколько у тебя кэшбэков там? М-м. Ну, вообще
очень даже приятные такие бонусы, как бы. Даже те же самые 3000, да даже 1000, блин, она никогда лишняя не бывает. Да, мы сравниваем. А как по-другому? Мы поездили, посмотрели. Мы знаем, где хорошо, где не очень, где совсем печально. Здесь совсем печально. Потому и сравниваем. Никак не блин. Кстати, в мае месяце говорили, что даже Чаплин не работает, потому что дорога закрыта. Не работаем мы на Исахе. М. Обидно будет сейчас доехать до туда и там Да. Кирпич какой-нибудь поцеловать поцеловать. ограждение. Депо. А, это который банкетный зал. Мгм. В пыли. Вышел в белой футбол, Ну, рубашечке покурить. В белом платье невесты. Хорошо, я не курю сейчас. А так бы вышел в белой рубашечке. А так бы вышел в белом платье. Девуш. И что? Ну и Вообще просто даже не вижу, где и что было сделано. всё. Ничего Для не чего было. закрывали улицу? Ну, ямы эти. Ну, Свет, они же не засыпали. знали, ты по плану должна вернуться была числа 7 июля. А, да. Да. Они должны были закрыть 7 Конечно, июля. они должны были закрыть, чтобы ты ничего не видела. Да. Ну, ямы они тут, наверное, засыпали какие-то чуть-чуть. Капец. Нас обманули. Ну ладно, по этой дороге мы еще не возвращались с переправы. Почему? Может, мы тоже возвращались? Нет. По бабушкиным всегда возвращались. Сейчас повернули на Кальвица. Блин, навигатор не включил, как до дома доехать. Не говори. Глаза все равно туда падают. Посмотри. Посмотреть. Зелень даже успела за месяц запылиться, да? Мы уезжали, зелени почти еще не было. Почему у тебя же черемуха цвела? Она цвела, но еще же прям трава вот так вот не была зеленая. Все вот эти вот деревья, чуть-чуть листиков у них было. Мало, конечно, у нас зелени в городе. Куда ее садить? Да, она и не растет сильно. Кольцо, соединяющее 4 улицы.
Кальвица, Семена Данилова, Жарницкого и Пирогова. Сейчас мы же на Жарницкого повернули. Показываю для тех, кто уехал из Якутска. Нет, не Как в мы Каске. завидуем. Не знаю. Кому вы там завидуете? Блин, пыль даже. Я песок вот этот вообще не середины- завидую тем, кто уехал, понимаешь? Ни Песок одному. даже не убрали с середины улицы. Ну, Жарницкого. Сейчас поворачиваем на Рыбзинского. Ой, яму что ли сравняли? С ума сойти. О, что тут люди по дорогам ходят? они думают, машина целует, а не давит. Ты нажми паузу, пожалуйста. Можешь? Сейчас покажу новую улицу, которую буквально 3 года назад сделали. Рыбзинского. Вот благодаря этим новым домам. Монетах. Якутяночка. Кто помнит Рыбзинского 24? Да тут уже тоже ничего не осталось из старого. Ну и Петра Алексеева, которую я постоянно показываю. Больше ничего неинтересного. Неинтересного. Тут что-то строят, какой-то жилой дом. И все, всем пока-пока. До новых встреч. Подписывайтесь на YouTube, на Хорошо, Telegram. А также можно нас найти и в Рутубе. Спасибо вам большое, что были с нами все наше большое теплое путешествие. До новых встреч!